За 11 месяцев 2020 года объемы производства одежды в Кыргызстане упали более чем на 20% по сравнению с этим же периодом предыдущего года. В Кыргызстане за 11 месяцев шили одежду на сумму более 5,25 миллиардов сомов. В ноябре объем производства одежды составил более 780 миллионов сомов, это почти на треть меньше, чем в ноябре 2019 года. Сокращается и экспорт. За 8 месяцев предыдущего года экспортировано швейной продукции на $42,5 миллиона с падением на 37%. По словам главы текстильного комитета бизнес-ассоциации ДЖИА, 2020 год оказался не таким сложным для швейников, как ожидалось. Вызовы года заставили швейные предприятия более активно следовать трендам, которые наметились еще до кризиса, а именно укрупняться и переходить на узкую специализацию. Именно швейная отрасль, не буду говорить про текстильную, многие предприятия стали клиентоориентированными. Что значит клиентоориентированный? Это значит, грубо говоря, работать полностью по требованию заказа клиента и осуществлять все, скажем, те услуги, которые необходимы на российский рынок, куда больше всего экспортируются наши товары. Если раньше предприятие шло только на дурдо и, условно говоря, где-то на своей базе придумывало какие-то модели, продавало и все это песочок, да, то есть продали, не продали, нет. А сейчас многие предприятия стараются работать на аутсорсинг. Они заранее были контрактованы. Они заранее взяли заказ, они заранее завезли все сырье необходимое, они заранее прописали все условия отгрузки график. Путем переговоров с нашими заказчиками, объясняя ситуацию, чрезвычайное положение, мы отодвинули сроки. Но тем не менее, ввоз с третьих стран импорта средств индивидуальной защиты стал большой проблемой, потому что пошла большая коммерция. То есть привозили, продавали по завышенным ценам, соответственно, мы решили хоть как-то чем-то, чтобы швейные предприятия могли помочь. Конечно, не все предприятия, но я слышал на юге, в Караколе, здесь еще и много предприятий шили эти вещи. Когда у вас стоят контракты, и мы им не можем их шить, потому что их как бы и не купят, и не продашь, и не отгрузишь, потому что все границы были закрыты. Но надо же было рабочие места сохранять. Соответственно, какая-то была наценка, какая-то была себестоимость для того, чтобы хотя бы более-менее производить это и содержать своих рабочих. А это бизнес, ну, мы его сохранили, как бы, и мы этим воспользовались, да. Конечно, здесь мы не заработали, но, по крайней мере, у нас было две цели. Это обеспечить наших людей работой, и второе, обеспечить рынок средствами для защиты. Многие предприятия закрылись. А закрылись из-за того, что многие каналы сбыта практически тоже прекратили существование. Есть удорожание, как и со стороны поставщиков за сырье. Есть удорожание и поднятие заработной платы тоже, потому что действительно все дорожает, не знаю по какой причине, но оно дорожает. Да, инфляция большая, доллар повысился. Вот. Вы сами видите, он был 69, там 71, 73, на уровне сейчас 80, 85. Это сильно отразилось на нас. Вот. Вторая проблема – это покупательская способность на российском рынке. Она сильно упала, а многие компании закрылись. Многие компании объединились. Ну, как многие. И среди наших предприятий, несколько предприятий объединились. Скажем, они расширили мощности и взяли побольше помещений, расширили мощность, расширили инвестиции. И тем самым за счет объема они находят клиентов. Если раньше предприятие там 10-15 до 30 человек, было более-менее выгодно работать и шить на дурдо, а с дурдо уже продавать на садоводе или там Люблино, такие предприятия переживают очень тяжелое положение. Поэтому многие предприятия начали расширяться, для того, чтобы за счет объема, скажем, брать заказы. Заказывать сырье с Китая или с Турции тоже становится легче для больших предприятий. Покупать ли сырье для одного предприятия, где 20-30 человек, либо покупать для предприятия, где 100-150 человек работает. Вот. На большие предприятия ориентируются фонды, банки, потому что они становятся юридическим лицом, они становятся более внедрять корпоративное управление и так далее. Есть такой рост, есть такой, скажем, есть такие компании, которые так растут. К
слову, переход жизни в онлайн стал для некоторых швейников Кыргызстана новым этапом развития. Во время пандемии пострадали многие сферы бизнеса. Если некоторые были вынуждены закрыться, то есть и те, кто, обучившись онлайн-торговле, осваивают новые рынки. Пандемияга чейин бизде заказдар жакшы болуп, жакшы эле. До пандемии у нас было много заказов. Работа шла хорошо. Сейчас заказов очень мало, работы также очень мало. Из-за того, что сами заказчики снизили цены, нам пришлось сократить и число работников. Мы все берем в аренду. Сейчас в цехе трудится только 10 человек, включая утюжников и упаковщиков. Бардык жумушчуларды кошкондо 10дон ашык эле адам иштеп атат. Пандемияга чейин мисалы ар бир тигүүчүнүкү. До пандемии зарплата каждой швеи была примерно 10 тысяч сомов в неделю. Сейчас всего лишь 5-6 тысяч. И это несмотря на то, что они работают сутками напролет. Если до пандемии мы шили одно платье за 70 сомов, то сейчас шьем за полцены. Из-за того, что заказов мало, у нас по 2-3 выходных в неделю. Иногда нам приходится отказывать заказчикам, так как они просят очень низкую цену. Баалары арзан болгон үчүн тикпейбиз деп кыздар да отказ кылышат. Карантинге чейин биздин өзүбүздүн До карантина у нас был один мини-цех, мы передавали заказы 2 другим цехам. На нашем предприятии трудились 25 человек. Карантин научил нас многому, к примеру, онлайн-продажам. Сейчас время другое. Ты не сидишь, как раньше, на базаре, в контейнере или бутике и не ждешь, когда придет клиент и купит твой товар. Сейчас ты сам должен находить клиентов, и они просто через свой телефон должны увидеть, что мы есть, что мы хорошо шьем, что мы соблюдаем все требования, придерживаемся стандартов. тигип беребиз деп өзүңдүн жакшы условияңды көрсөтүшүң керек кардарларга. Карантинде бардыгы токтолуп калды да, Дордой. Во время карантина Дордой закрылся. Закрылись все точки в России, продажи остановились. Тогда мы решили учиться. Учиться, как продавать онлайн, как рекламировать свою продукцию, как создать сайт, привлекать клиентов и как их обслуживать и так далее. Так мы сумели привлечь клиентов, потому что на рынках не было торговли. К нам онлайн приходили клиенты и покупали наш товар. Сейчас 20-30% клиентов мы обслуживаем онлайн, а остальных мы нашли благодаря новым инструментам и технологиям. Сейчас необычное время, нужно успевать за всем, нужно все время учиться. Нерсеге жетишпей атасың, ошондуктан дайыма билим алып туруш керек экен. Бізде фабрикада пандемияға чейин Если до пандемии на нашей фабрике трудились 300 человек, то теперь у нас 500 работников. Пандемия открыла для нас новые возможности. Мы научились вести торговлю онлайн. жаңы кардарларды табууну жалпы мүмкүнчүлүк ачты. Бул убакытка чейин бизде ички рынок Если до пандемии внутренний рынок не знал нашей продукции, то сейчас наша продукция уже нашла своих покупателей. биздин ички рынокто да товарларыбызды билип, өз кардарларын тапты.